Тот, кто не знает историю своих предков, не имеет будущего, говорили наши предки. Без свободы нет облегчения, без свободы нет справедливости. Без свободы невозможно исповедовать религию, быть нравственным и культурным. Сможет ли заключенный арестант показывать нравственность, культуру? Ведь он не свободен. Поэтому наши предки говорили, нет ничего достойнее под солнцем, чем свобода, приятное, чем мать, родное, чем отчизна. После провозглашения независимости обстановка в республике была такова. Бог видит это, да и живы многие, видавшие это своими глазами. Люди из соседних республик приходили к нам, просили у нас помощи, поддержки. Экономическое развитие шло полным ходом. Американское радио «Свобода» объявляло: расположенная на северных склонах Кавказского хребта, объявившая государство независимости от Москвы с распадом СССР, диктует экономику на Северном Кавказе, и Москва не в силах что-либо против них предпринять, так как сама в Москве вела талоны на питание, продукты питания, не говоря о плачевном состоянии в своих регионах. Вот так мы заявили о себе на весь мир. Люди на автобусах из России, из Тюмени ездили к нам и покупали у нас товар. Чеченцы прямо в Грозном садились на самолеты и ездили по всему миру. Привозили товары и продавали по цене, которую сами пожелают, без какого-либо налога. Поскольку правительством был принят закон и президент его подписал. Поэтому любой чеченец прямо из Грозного ездил куда хотел и привозил товар без какого-либо налога. Не было налога на газ, на воду. Не было такого государства в мире, кроме Чеченской Республики Ичкерия, хотя находилась под жестким давлением России. Таким образом начало развиваться наше государство. Сегодня многие болтают, пытаясь опорочить это государство. Они лгут. Каким были чеченцы в те времена? Все были очень дружелюбными и мягкими по отношению друг к другу, без какой-либо обиды друг на друга. Это было настолько ненавистно нашим врагам, что они посылали из Москвы своих агентов, представляя их оппозиционерами. Мы успевали также справиться и с ними. За 2-3 часа их полностью громили. Мы не искали ни с кем войны. Джохар не раз предлагал им союзничество. Мы будем очень полезны вам, говорил он. Мы всегда искали пути к миру. Мы не искали войну. Как мы можем желать, хотеть войны с Россией? Не хотели, конечно. Всячески пытались не допустить этого, зная, что мы понесем большие убытки. Если даже мы убивали их 3 раза больше, урон, который несли мы, был больше. Мы не искали войны. Свобода и мир – вот чего мы всегда желали. Приходи свободным, уходи свободным. Таким образом и по сей день ходим по земле. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.